Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Глядзець гэты эфір можна праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Зараз мы будзем абмяркоўваць праблему расійскага ўплыву на постсавецкія краіны. Постсавецкія краіны застаюцца пад вялікім інфармацыйным і не толькі расійскім уплывам. Як ад яго бараніцца, як змяняецца сітуацыя, якія тренды і небяспекі для развіцця ўсходняй Еўропы яна нясе. Мы абмяркуем гэта, вось зараз будзе складана, таму што зараз будуць такія вялікія назвы міжнародных інстытутаў. Сёння у нас 3 палітолагі з розных краінаў прысутнічаюць у студыі. Па левую руку ад мяне першым сядзіць Евген Магда, дырэктар Інстытута сусветнай палітыкі з Украіны. Прывітанне, Евген. Далей, эксперт Армянскага інстытута міжнародных адносін і бяспекі Рубен Угебаран. Прывітанне, Рубен. І насупраць мяне Андзіс Кударс з Латвійскага цэнтру даследавання ўсходнееўрапейскай палітыкі. Прывітанне, Андзіс. Здравствуйте. Ну, тут мне придется перейти на русский язык, чтобы быть хорошо и понятым всеми участниками разговора. Кто начнет? Вот как из ваших стран, мне интересно, я хорошо знаю, что такое российское влияние на Беларусь, но вот как из ваших стран видится эта проблема? И интересен, в принципе, взгляд каждого, потому что 3 эксперта представляют 3 разные страны. Евгений, Украина. Да, Украина на переднем крае противостояния с Россией, в отличие от всего мира, который сталкивается, цивилизованного мира, так или иначе сталкивается с российской гибридной агрессией, у нас идет гибридная война, потому что у нас гибнут наши граждане на Донбассе, продолжают гибнуть и в последнее время. На мой взгляд, проблема заключается в том, что регион Центральной и Восточной Европы, ну, скажем, все бывшие постсоветские государства, это сфера повышенного российского влияния, повышенного российского интереса. И да, вы правы, не только в информационной сфере, то есть можно сказать, что гибридное влияние может быть все вокруг. Наверное, у вас в эфире радиостанции не раз звучала песня о том, что love is all around. Да? Вот так, собственно, да. Гибридное влияние может быть всем вокруг. Но почему мы говорим об информационном влиянии? Потому что в первую очередь российские телеканалы вспоминаются, все афишные тумбы в афишах с российскими поп-звездами. У каждого второго в Беларуси стартовая страница – это Яндекс. Огромное количество людей пользуются почтовыми сервисами на Mail.ru. Рубен, в Армении ситуация похожа или... Нет, да, далеко не так, но, как вы в своем вступительном слове сказали, проблема российского влияния, я соглашусь с вами, это действительно проблема. Только в Армении это, скажем так, с армянской спецификой. Российские каналы, сколько бы ни вещали, они не популярны в Армении. Повезло. Во-первых. Во-вторых, армянское общество сильно интернетизировано. И в этом плане у нас интернет победил телевизор. И сейчас телевидение пытается наверстать упущенные позиции, потому что, например, у меня дома телевизор стоял лишь для того, чтобы смотреть прямые трансляции футбольных матчей, потому что остальное, что мне давал телевизор, я это находил в интернете. Но эта проблема существует еще по той причине, что от прошлых властей до бархатной революции Армении досталось асимметрично большое присутствие России в стране. Это выражается, во-первых, российскими монопольными позициями российских государственных компаний. Это выражается военным присутствием России. И этому, конечно, еще и способствует неурегулированный конфликт с Азербайджаном. Причем он в тупике находится по причине того, что, во-первых, это последняя диктатура на Кавказе, которая интенсивно вооружается наступательным оружием со стороны России. И фактически это понятно, что когда весь Запад не хочет портить отношения с Путиным, да,
естественно, мы этого допускать себе тоже не можем, потому что последствия будут, скажем так, очень драматичными. Но в то же время мы понимаем, нужно двигаться вперед, невзирая ни на какие влияния, кому что нравится или не нравится. Армения сейчас стала на путь реформ. И нам удалось довести до наших партнеров разных, в том числе и России, почему мы это делаем. Спасибо Рубену Миграбяну за, в общем-то, довольно подробное описание того, как в неинформационной сфере Россия может влиять на страну. Андис, что можно сказать о Латвии с этой Да, если мы смотрим точки зрения? на сферу hard security, это такой твердой безопасности, тогда латвийская политика – это политика сдерживания. И она производится тем, что у нас канадские солдаты, в Эстонии британцы, в Литве немцы. Плюс еще много других солдат из стран НАТО. То есть вы взяли сразу такой очень серьезный военный вектор, в принципе. Да, это силовой. почему? Да, потому что мы увидели в 2014 году, что случилось в Украине. И просто мы не хотели гадать и думать, что будет. Многие журналисты приезжают тогда в Латвию в 2015 году и спрашивали нас, вы что, вы следующие? Там восточная часть Латвии, Латгалия, может быть, там будет сепаратизм? Конечно, нет. Там нет такого тренда, серьезной тенденции. Но в военном плане не нужно гадать, нужно подготовиться. И мы это сделали. Но в информационной сфере российское влияние продолжается. Официальная Россия пользуется нашей открытостью. Если посмотрите в ранке Reporters Without Borders, журналисты без границ, все три балтийские страны очень открытые и свободные. Да? Есть свобода слова, есть свобода прессы. И кремлевские так называемые медиа пользуются этим. И основные нападения в информационном плане идут на русскоязычную аудиторию, которая неоднородная. Есть русские и русскоязычные, которые хорошо интегрированы в Латвии, они счастливы быть европейцами. Есть нейтральная так называемая группа, те, которые не пропутинские, не пролатвийские, борьба за них. И есть так называемые русские соотечественники, которые воспринимают себя такими в политическом плане. Так что в этом смысле еще много чего делать. Очень интересный сейчас затронут фактор языковой. О том, как в Латвии российское влияние коррелирует с русским языком. Мы сейчас немного услышали. Евгений, Рубен, как в ваших странах? Есть ли вот этот пресловутый раздел по Днепру Украины? Да? Что в Армении сейчас происходит с русским языком? И действительно ли русскоязычная аудитория является более восприимчивой вот к этому российскому влиянию, российской пропаганде, такой, не знаю, лакмусовой бумажкой, которая отражает его силу? Наверное, надо отметить, что в Украине существенно ограничено вещание российских телеканалов и использование российских соцсетей. Да, через анонимайзеры на них заходят, но, скажем, нет возможности человеку прийти на работу, включить настольный компьютер и сразу залезть в Одноклассники или ВКонтакте. То есть это уже серьезно уменьшило эту аудиторию. У нас есть другая проблема. У нас есть телеканалы, которые украинские юридические лица, но работают по канонам российской пропаганды. Они могут вещать на украинском языке. То есть фактор языка, он не первичный. И известный факт о том, что среди воюющих на Донбассе украинских военных, ну, наверное, добрая половина русскоязычных, это... Воюющих с украинской стороны. Ну, естественно, украинских военных с украинской стороны. Это свидетельство того, что, в принципе, языковая проблема, ну, во многом надумана. У нас принят недавно закон о обеспечении статуса украинского языка как государственного, но он только фактически трактует статью Конституции, поскольку в Украине единственный язык украинский государственный. При этом Украину за что пытаются клевать, причем не только Россия, это за языки национальных меньшинств. И в этом есть корни наших определенных проблем в отношениях с Венгрией, в отношениях
где-то с Румынией, хотя, например, То есть не с только Польшей, с с Польшей и с Болгарией, ну вот языковая конкретно проблема, она не заметна. Я не знаю, ну, коллеги скажут за свои страны, например, для Украины, и я думаю, для Беларуси актуальна проблема в том, что у наших соседей есть достаточно значительные имперские амбиции и рудименты имперского мышления, которые порой против воли, а порой вполне осознанно прорываются и в информационное пространство, и в сферу государственной политики. Рубен, вам слово про Армению. Очень интересный вопрос. Языковой вопрос в Армении никогда так ребром не стоял по той простой причине, что даже в советское время Армения, как и Грузия, были, в общем-то, единственными республиками, где местным языкам был придан статус государственного. Местным это значит... Армянскому языку, в частности в Армении. Сейчас в Армении есть только один государственный язык, это армянский. Русский язык не имеет абсолютно никакого статуса, как и не имеет шансов иметь какой-то официальный статус. То есть русский язык это иностранный язык? Русский язык это один из иностранных языков, которым владеют граждане Армении. Но, например, поколение уже моих детей английским владеет лучше, чем русским. Потому что английский язык сегодня является языком информации, языком информационной революции, языком технологий, языком реально глобального, межнационального, межличностного общения. В этом отношении, конечно, русский язык слишком далек до таких возможностей. Плюс к тому, Армения, став страной-наблюдателем в организации франкофонии, сейчас и при наличии еще очень большого и очень такого продвинутого французского университета в Армении еще большое внимание уделяет французскому языку. Очень популярный, так как это сопредельный с нами регион, восточные языки, очень много желающих и фарси учить, и арабский учить, да. Поэтому в этом отношении у России нет никаких эксклюзивных, скажем так, полей приложения. И даже одну такую деталь, у «Спутник Армения» есть армяноязычная страница, то есть они переводят свою пропаганду на армянский, чтобы как-то донести, но я вам скажу, посещаемость очень низкая. А у «Спутник Беларусь», в принципе, есть белорусскоязычная страница. Я так понимаю, что это их международная... Это часть их политики. Да? Есть и латышский вариант, они работают так. Андис, у нас осталась 1 минута до перерыва, но я все-таки хотел бы обратиться к вам. А в Латвии предпринимают попытки, какая-то русскоязычная пропаганда, мимикрировать под латвийский продукт на латвийском языке? Есть такие попытки? Ну да, если мы смотрим, но тот же самый «Спутник», он запрещен при настоящем домене, он не может работать, но они работают с другим адресом и все равно делают на латышском, но они не популярны. Все-таки самые влиятельные рычаги влияния в информационном пространстве Латвии кремлевские – это телевизионные каналы. Да, интернет, ресурс есть, в социальных сетях работают боты, тролли, так называемые, они активные, и они пишут как на русском, так и на латышском. Но самое главное, все-таки телевидение, но многие латыши моего возраста и старше, конечно, знают русский, так что как будто они больше работают на русских, но получается на большую часть латвийского общества. Главный вывод из того вопроса языкового, который мы обсудили, никак на информационное влияние России не влияет языковой вопрос. Там, где русскоязычных людей больше и русскоязычных сайтов, которые промоутируют русский мир, там, где их меньше, она пытается мимикрировать под пропаганду на национальных языках стран. Этот вывод мы озвучили перед перерывом. 3 политологов из Украины, Армении и Латвии в нашей студии. Через 2 минуты мы продолжим обсуждать информационное влияние России на наши страны. Єврорадіо. Новини – наша справа.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Александр Лукашенко пацвердзіў сёння свой намер адведаць Аўстрыю і Латвію з візітамі і назваў гэта неабходнасцю прарубіць вокны ў Еўропу. Гэтае акно неабходнае пасля ўсяго таго плота, які быў вакол нас збудаваны, заявіў Александр Лукашенко. Калі прэзідэнт прыехаў у Кітай, Індыю, на Блізкі ўсход у Расію, а потым у Аўстрыю і Латвію, мы дамовіліся, гэта значыцца, прэзідэнт павінен дарогу пракласці, сказаў Лукашенко. А следам павінны пайсці тыя, хто павінен гандляваць, аднак яны не спраўляюцца, я сам мушу за іх гандляваць і дамаўляцца, скардзіўся Александр Лукашенко, адведваючы цэнтр анкалогіі і радыялогіі імя Александрова под Мінскам. У Мінску заявілі пра парушэнне выкарыстання бюджэтных сродкаў саюзнай дзяржавы Беларусі ды Расіі. Нагадаю, іх фіксуюць і беларускія кантралёры, і расійскія. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні камітэта дзяржкантроля Беларусі Васіль Герасімаў. Паводле ягоных словаў, і Беларусь, і Расія цалкам выконваюць свае абавязальніцтвы, што да пералічвання грошай у бюджэт саюзнай дзяржавы. Але галоўная праблема – гэта эфектыўнае выкарыстанне тых бюджэтных сродкаў. Авіякампанія «Люфтганза», як найбуйнейшы авіяканцэрн Еўропы, а таксама нацыянальны аэрапорт Мінску, водзяць новыя рэйсы, спалучаючыя Беларусь і Нямецчыну. Пра гэта паведамляецца на сайце Airport Buy. Узімку прапануюцца 2 дадатковыя частоты рэйсаў у Франкфурт. З красавіка будуць адкрываць штотыднёвы рэйс авіякампаніі ў Мюнхен, а ўжо ўлетку частота рэйсаў у Франкфурт узрасце да 2 штодзённых. Гэта падкрэслівае зацікаўленасць «Люфтганзы» беларускай сталіцай. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Постсавецкія краіны застаюцца пад вялікім інфармацыйным і не толькі уплывам Расіі. Як ад яго бараніцца, як змяняецца сітуацыя, якія трэнды і небяспекі для развіцця ўсходняй Еўропы яна нясе. Мы абмяркоўваем гэта з палітолагамі з 3 краінаў усходняй Еўропы, з Украіны, Арменіі і Латвіі. Яшчэ раз прывітаюся, раптам хто падышоў за час навінаў. Яўген Магда, дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі. Прывітанне, Яўген. Эксперт Армянскага інстытута міжнародных адносін і бяспекі Рубен Меграбян. Прывітанне, Рубен. І Андзіс Кударс з Латвийского центра даследования усходнеевропейской политики. Прывітанне, Андзіс. Здравствуйте. Еще раз перехожу на русский язык. Очень мы подробно в первой части обсудили информационное влияние. Давайте теперь про, например, влияние дипломатическое. Вот то, что как бы подводная часть айсберга, да, и, возможно, другие какие-то подводные влияния. Вот вчера или позавчера была новость о том, что в Польше задержали по подозрению в шпионаже россиянина, да. Как часто в ваших странах происходят такие скандалы, и как бы вы оценили вероятность основания какой-нибудь шпионской сети российской в ваших странах? Давайте против часовой стрелки будем идти теперь. Андзис, вам слово. Да, было несколько лет назад один скандал в Латвии, когда опубликовали, наверное, украли имейл сообщение между одним из латвийских политиков, Нилом Ушаковым, который председатель был долгое время, и сейчас один из лидеров Центра Согласия, сейчас партия называется Согласие, и в этих имейлах там был даже судебные дела и так далее, но там тоже была связь с российскими дипломатами. Там сейчас, может быть, непонятно, какая часть там была украдена и какая, может быть, там фейк потом было подписано, но факт такой, что российские дипломаты активно ищут агентов влияния, это факт. И, конечно, работают там сотрудники спецслужб, и время от времени какие-то имена выходят наружу. Был один российский дипломат, который был в Грузии. Кажется, там была даже тень атентата на Шеварднадзе. Он потом работал какое-то время в Латвии и так далее. Есть своя специфика. Но я думаю, там не так... Я думаю, русскоязычная среда для российских спецслужб, она очень такая плодотворная. Есть люди, которые думают о Москве, думают, сожалеют тоже, что Советский Союз развалился. Их немного, но все-таки они есть. В этом смысле, может быть, российским шпионам легче найти каких-то друзей, чем, я не знаю, там, в Соединенных Штатах Америки или Канаде, например.
Ну, в США есть коммунисты, среди которых всегда также вербовались эти шпионы. Вот. Но Ну, да, можно это немножко повсюду другая найти история. кого-то, да. Я вас так понял, что в том числе российские дипломаты действуют как современные пиарщики, то есть они находят каких-то лидеров мнений, которые дальше, через которых можно транслировать какую-то российскую мысль. Явно уже. Да, есть активисты, есть негосударственные организации, которые непосредственно получали финансовую помощь из посольства российского в Риге. Да, и есть фонды, эти большие фонды, которые работают в разных странах. Там то же самое «Русский мир» и фонд Горчакова. У нас там нет таких представительств серьезных, как центр, но тоже от Разоружбенцентра у нас нет представительств, но все равно есть люди, через кого они могут работать, через негосударственные организации, потому что свобода очень, в смысле, площадка свободная и либеральная. Очень просто в Латвии, например, создать негосударственную организацию и работать, и заниматься в том числе и политическими какими-то вопросами. Часть латвийских политиков так были активистами негосударственных организаций Латвии, которые получали деньги из России. Партии не могут получать деньги, а негосударственные организации могут. И тем самым не по прямой, но косвенно Россия помогала каким-то политикам, которые продвигали промосковские ценности, да, и вопросы внешней политики и так далее. Мы видим это старание повлиять на сердца, умы как латышей, так и русских, особенно русских, постоянно. И через негосударственные организации в том числе. Рубен? Ситуация в Армении реально отличается в этом отношении от латвийской ситуации, от украинской ситуации, хотя бы тем, что Армения и Россия формально являются союзниками, и поэтому таких вопросов, во всяком случае, по состоянию на сегодняшний день не возникает. Но, опять-таки, Армения выступает за горизонтальные, равноправные, цивилизованные, подобающие 21 веку, транспарентные отношения с Российской Федерацией. Государство, естественно, мы не намерены устраивать скандалы и конфликты, но иногда на это нарывается российская сторона. Впервые в истории господин Путин поздравил экс-президента страны, находящегося в тюрьме по обвинению в свержении конституционного строя. Он поздравлял с Новым годом Роберта Кочаряна. Это ему показалось мало. Он еще и поздравил его с днем рождения, пожелав ему стойкости и назвав его другом России. Конечно, это у нас, кроме, как вам сказать, чувство брезгливости большего не вызывает. Но в то же время... Да, это знак. В общем-то, наше мнение таково, что Армения в вопросах собственного правосудия, в вопросах своих внутренних дел, ее не интересует, кто о ней что думает. Главное, это исходит от законодательства Армении и не противоречит нашим международным обязательствам. Причем Армения, как вы знаете, является членом Совета Европы, у нее она на хорошем счету. Да, у нас власть, которая сформирована в результате полностью соответствующих международным стандартам выборов. Это оценка Бюро демократических институций и прав человека ОБСЕ. То есть в этом отношении мы довольно-таки уверены в себе. Независимо от московских или промосковских чьих-то настроений. Насколько я понимаю, Армения состоит и в Совете Европы, и в ОДКБ. Совет Европы, да. Коллективной безопасности, то есть и в одном, и в западном интеграционном образовании, и в нашем восточном. Учитывая наши географические особенности, это, допустим, у Украины на западе Польша и другие страны, члены НАТО и ЕС, у нас на западе Турция.
Это такой вот подарок. Поэтому мы понимаем, что мы, будучи в определенной отдаленности от основной части Европы, проживаем в регионе, где действуют не европейские гуманистические понимания ситуации, а как в парке юрского периода. Кто смел, тот и съел. Поэтому нам нужно как-то вот Против Турции вопросы экзистенциального характера решать как-то вот более благоразумно. Евгений, что можно сказать о скрытом влиянии России в Украине? Как, я не знаю, ловят часто ли в Украине российских шпионов, высылают ли, да? Как вы можете оценить существование, вероятное существование шпионской сети? Исходя из того, что в сентябре произошел обмен пленными, и среди пленных был, например, переводчик нашего экс-премьера Владимира Гройсмана, и после этого тоже были задержания. Понятно, что российская разведка действует и в непосредственно военном плане на Донбассе, и работая против вооруженных сил военной организации Украины, и действует как агентура влияния. Дипломатические отношения между Россией и Украиной не разорваны, но послов нет с 2014 года на территории наших государств. То есть в основном, с украинской стороны точно, я так понимаю, с российской, работают преимущественно консулы, которые защищают интересы граждан, которых и граждан Украины на территории России, и, в общем-то, и граждан легально российских, пребывающих на территории Украины, достаточно много. Поэтому, безусловно, Украина в этом плане, к сожалению, пример того, к чему может привести стратегическое партнерство с Россией, поскольку на момент начала российской агрессии против Украины Украина не только была внеблоковым государством, но и многократно называла Россию своим стратегическим партнером. Это, я думаю, хороший урок для всего постсоветского пространства, не только для постсоветского пространства, а для всех стран, которые видят в себе возможность дружить с российским медведем. Дружить с российским медведем можно, но только когда он находится в клетке. Только когда он находится в клетке. Новая мудрость 21 века, да? Да. Безусловно, российские элементы влияния в Украине существуют, но, знаете, даже сам факт того, что Украина уже 6-й год продолжает бороться против государства более мощного и в финансовом, и в военном плане, он свидетельствует о том, что если государство борется, и хотя бы часть его граждан, не бывает в демократическом государстве полного одобрямса, даже противодействия России, например. То есть это не секрет, что часть украинского общества считает Россию дружественной для себя страной. К сожалению, это издержки демократии, как и то, что в демократическом обществе фейки, дезинформация распространяется быстрее, чем в обществе авторитарном, потому что больше информационных каналов. То есть Украина, так получилось, что мы получаем опыт дорогой ценой, поэтому многие украинские эксперты, не только я, стремятся этот опыт как можно интенсивнее доносить нашим европейским партнерам, и Беларусь в этом плане не исключение. Мне кажется, именно это и привело тройку экспертов, которые сейчас в нашей студии в Беларусь. Да, к сожалению, мы так и не выяснили, присутствовали ли представители белорусских властей на том мероприятии, в котором они принимали участие. Но... Лукашенко есть моя книжка, этого достаточно. О, да. Я, кстати, пользуясь случаем, могу сказать, что я-то главный редактор Еврорадио, но я не знал, что Дмитрий Лукашук пойдет и подарит Лукашенко книжку. Возможно, я бы ему это запретил. Попытался бы, во всяком случае. Вот. Но в целом вышло неплохо. Наверное, у нас осталось время для еще одного комментария по одному вопросу. И я хотел бы у вас поинтересоваться, уважаемые эксперты, как вы оцениваете перспективы запретов? Беларусь такая страна, где очень сложно запретить что-то российское, хотя бы в силу того, что границы между Беларусью и Россией открытые, и существует абсолютно свободное транспортное сообщение и так далее. Но в ваших странах, в общем-то, уже даже во время этого разговора прозвучало, что в Украине, например, запрещены Одноклассники,
Одноклассники, ВКонтакте, да, в Латвии запрещаются какие-то субъекты российского влияния потенциальные, так? В Армении, наверное, ничего не запрещается, потому что нету какой-то необходимости. Но опять же, Рубен, мы уже выяснили, что Армения все-таки довольно особняком стоит, да, вот в тройке стран, которые сейчас в отличие от представляют эксперты. Латвии и Украины, у Армении даже границы с Россией нет. Это вам помогает, да. Поздравляю Ну, вас. Латвия мало что закрывается. Да, спутник конечно. не позволили, но спутник, если мы смотрим по уставу спутника и России сегодня, информационное агентство, у них цель помощь, они должны помогать достичь целей внешней политики России. Это официальный орган. Это вообще не масс-медиа. Уставное положение. Мы не хотим закрывать медиа, но, например, российский телевизионный канал РТР Россия или РТР Планета, его нельзя назвать медиа. Это не медиа, это не журналисты, которые там работают. И тут подмена понятий происходит. По принципам Европейского Союза, если есть пропаганда войны и hate speech, это, не знаю, как перевести. Язык ненависти. Язык ненависти. Язык вражды, да. Язык вражды. Мы должны, не просто у нас есть, мы можем это сделать, мы должны это сделать, потому что это против legal code, это против законов. Да? Нельзя призывать к войне, и РТ России в Латвии закрывалась на месяцы, на время. И почему? Потому что насчет Украины именно был призыв к войне, военная пропаганда, и это запрещено в Европейском Союзе. И просто мы не закрыли масс-медиа, мы закрыли рычаг российской пропаганды, дезинформации. Ну, главное не подменять понятия. Вот сейчас как раз открыл программу передачи телеканала РТР Беларусь на сегодня, и в 17:25 мы можем посмотреть ток-шоу «60 минут» с Ольгой Скобеевой и Евгением Поповым. Ну, фамилия это какая не радость. Ольги Скобеевой известна Это не журналистика, абсолютно широко. Да. Евгений, изменили ли что-то запреты в Украине? Ну вот сработало ли? Да? Достигли ли вы, официальные власти, достигли ли тех эффектов, которые закладывались? Ну, несмотря на то, что кто-то ходит через прокси, там, через торы и так далее. Нельзя сказать, что это ничего не дало. Это, по крайней мере, дало опыт, и в том числе опыт противостояния некоторым нашим заклятым друзьям, которые критиковали нас за этот шаг. А я считаю, что во многих странах европейских, где значительный процент русскоязычного населения, такое ограничение российских социальных сетей и вещания российских телевизионных каналов является правильным. Но это не единственный путь. Нельзя сказать, что это вот панацея, это вот такой волшебный укол, который один и вылечит сразу все общество. Нет. Нам в первую очередь надо не только запрещать, нам надо увеличивать количество знаний друг о друге. Мы должны больше знать о себе и как минимум о своих соседях. Потому что мы зачастую живем в иллюзии, что украинцы много знают о поляках, а поляки об украинцах, что украинцы много знают о белорусах, а белорусы об украинцах. Но это, к сожалению, зачастую стереотип. Точно так же, как, например, в Украине точно есть стереотип, что 3 балтийские государства – это 3 братские абсолютно республики. Хотя между всеми странами в современном конкурентном мире есть определенные противоречия. Вообще то есть, одно и то же. Нет, не одно и то же, но если мы будем жить в этих стереотипах, то нам на эти стереотипы будут щедрой кремлевской рукой набрасывать большую порцию фейков, и они будут легко впитываться, в принципе, в любое общество. На этом время нашей программы сегодня. Я понял, что я не дал Рубену ответить на последний вопрос, но мы уже решили, что Армения тут стоит особняком. Хорошо. Вот будем считать, что это был ответ. Сябры, мы абмяркоўвалі уплыў России на постсоветские краіны, на ўсходнюю Европу. У нашай студыі гасцявалі 3 палітолагі з Украины, Армении и Латвии. Гэта Яўген Магда, гэта Рубен Меграбян и гэта Анди Скударс. Дзякуй вам вялікія сябры за гэты аповед. Спадзяюся, што мы сапраўды даведаліся падчас гэтага эфіру шмат адзін пра аднаго і пра сітуацыю ў нашых краінах. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.